Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале Таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Ноядзода от должности председателя города Истравшан Сагдийской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Ноядзода Багрома от должности председателя города Истравшан Сагдийской области в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 6 мая 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Хайрулло Амонулло от должности председателя города Куляб Хатлунской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Хайрулло Амонулло от должности председателя города Куляб Хатлунской области в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 6 мая 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Самизода от должности председателя города Левакант Хатлунской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Самизода Санабар Зайнулло от должности председателя города Левакант Хатлунской области в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 6 мая 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Багодур Зода от должности председателя района Абдурахмана Джами Хатлунской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Багодур Зода Абджабура Сатора от должности председателя района Абдурахмана Джами Хатлунской области в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 6 мая 2019 года. Постановление правительства Республики Таджикистан от 6 мая 2019 года о освобождении Рахимзода от должности первого заместителя министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Рахимзода Султона Нурмахамадпура от должности первого заместителя министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Рахимзода чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Республике Индия. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Рахимзода Султона Нурмахамадпура чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Республике Индия. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 6 мая 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Курбонзода, исполняющим обязанности председателя города Истравшан Сагдийской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Курбонзода Амирхона Файзуло, исполняющим обязанности председателя города Истравшан Сагдийской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 6 мая 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Ноядзода, исполняющим обязанности председателя города Куляб Хатлунской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Ноядзода Багрома, исполняющим обязанности председателя города Куляб Хатлунской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 6 мая 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Давладзода, исполняющий обязанности председателя города Левакант Хатлунской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Давладзода Зарина Дильмурод, исполняющая обязанности председателя города Левакант Хатлунской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 6 мая 2019 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Йокубзода, исполняющим обязанности председателя района Абдурахмана Джами Хатлунской области. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Йокубзода Саида, исполняющим обязанности председателя района Абдурахмана Джами Хатлунской области. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 6 мая 2019 года. В соответствии со статьей 20 Конституционного закона Республики Таджикистан о местных органах государственной власти дано согласие об освобождении Курбонзода Амирхона от должности заместителя председателя Хатлунской области в связи с переходом на другую работу и назначение Хайрулло Амонулло первым заместителем председателя Хатлунской области. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в которой, в частности, говорится: уважаемый Владимир Владимирович, глубоко опечален известием о чрезвычайном происшествии во время посадки пассажирского самолета в аэропорту Шереметьево, повлекшего за собой гибель десятков граждан. Выражая вам и всему дружественному народу России свои искренние соболезнования,
В связи с этой трагедией прошу передать наши чувства сопереживания родным и близким погибших. По меньшей мере 41 человек погиб в результате пожара на борту самолета «Сухой Суперджет-100» в московском аэропорту Шереметьево. Еще несколько пассажиров были госпитализированы. Вместе всего в самолете находились 78 человек. По меньшей мере 41 человек погиб в результате пожара на борту самолета «Сухой Суперджет-100» в московском аэропорту Шереметьево. Еще несколько пассажиров были госпитализированы. Всего в самолете находились 78 человек. Сухой Суперджет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск вечером в воскресенье. Вскоре после взлета экипаж сообщил о технических неполадках и вернулся в аэропорт. Во время аварийной посадки лайнер несколько раз ударился о землю, после чего у него подломили стойки шасси и загорелись двигатели. Из-за сложных метеоусловий посадить воздушное судно удалось только со второго раза. По словам очевидцев, многие пассажиры, сидевшие в хвостовой части самолета, фактически оказались заблокированы. По пока не подтвержденной информации, они не могли покинуть свои места из-за того, что другие туристы доставили ручную кладь. В Мурманске был объявлен трехдневный траур. В Мачинском районе ускоренными темпами создаются производственные, торгово-сервисные и культурные объекты. Каждое новое здание становится достойным украшением не только районного центра Бустон, но и многочисленных его селений. В мероприятиях по благоустройству и созиданию активное участие принимают отечественные предприниматели. Так, в административном центре Мачинского района Бустони, а также в селении Обурдон при поддержке местных предпринимателей были построены и сданы в эксплуатацию современная гостиница, детский сад, стадион, торговый комплекс, дворец культуры и другие здания, а также цветочные аллеи. С вводом в строй новых сооружений были созданы дополнительные рабочие места. Особое внимание уделяется благоустройству сельской местности, в особенности отдаленных селений. Активизировались мероприятия по асфальтированию дорог и освещению улиц. Каждый житель района стремится внести свой достойный вклад в созидательный процесс, который происходит по всей стране навстречу празднования 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Последний о спорте. 17 медалей завоевали таджикские школьники на Международной олимпиаде по ментальной арифметике «Абакус-2019», состоявшейся в Москве. Организаторы олимпиады отмечают, что 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей, которые получили учащиеся из Таджикистана, это весьма высокое достижение. Таджикские учащиеся среди 600 участников из 12 государств мира продемонстрировали высокие результаты на Международной олимпиаде по ментальной арифметике «Абакус-2019», состоявшейся в Москве. Всего завоевано 17 медалей, 4 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых. 17 учащихся из лицея для одаренных учащихся города Душанбе показали свои высокие знания и умения в области точных наук. В международном аэропорту города Душанбе победители олимпиады с большим воодушевлением и радостью встречали родители и учителя. Специалисты отмечают, что ментальная арифметика – залог феноменальных способностей. Привлечение молодежи к науке и освоению современных технологий считается одним из важных направлений политики нашего государства, ибо реализация этой цели является главным фактором развития человеческого потенциала, важнейшим условием устойчивого социально-экономического прогресса страны. Поэтому в Таджикистане придается первостепенное значение вопросам еще большего улучшения процесса образования с самого раннего детства. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале и до встречи.